Таджикистан передал Кыргызстану 3 задержанных граждан этой страны. Таджикистан вернул на родину 3 граждан Кыргызстана, задержанных на территории своей страны. Кыргызская служба РС сообщила 27 ноября, что Кыргызстан передаст Душанбе 2 задержанных граждан Таджикистана. Представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана 26 ноября провели встречу, по итогам которой кыргызской стороне были переданы 3 граждан Кыргызстана, задержанных на территории Таджикистана. Об этом сообщает кыргызская служба РС со ссылкой на погранслужбу этой страны. На встрече обсуждался вопрос возвращения граждан 2 государств, задержанных на их территориях. В тот же день в пункте пропуска Кулунду таджикские пограничники передали кыргызским коллегам 3 граждан Кыргызстана. Еще 3 кыргызстанцев, как отмечается, будут возвращены на родину в ближайшее время. Фамилии возвращенных кыргызстанцев не указываются. Кыргызская сторона, в свою очередь, передаст 2 граждан Таджикистана, задержанных на территории Кыргызстана. По информации погранслужбы, стороны также обсудили проблемы, связанные с проведением строительных работ вдоль автодороги Барбарду-Каркахуджанд-Канибадом. Таджикская сторона заявила о том, что примет меры по прекращению строительных работ, проводимых своими гражданами. Еще одной темой встречи стал демонтаж участка железной дороги Сулукту-Пролетарск. Также стороны запланировали проведение встречи на уровне руководителей Лилекского и Гончинского районов 2 государств. По имеющимся данным, на сегодня около 10 граждан Кыргызстана задержаны Таджикистаном по обвинению в нарушении границ. Среди них 4 кыргызстанца осуждены на сроки от 2,5 до 5 лет. Они поехали в Джергитал и Мургаб, Таджикистан, чтобы навестить своих родственников. Также сообщалось о задержании 4 граждан Кыргызстана, проживающих в селе Жиделик, Таджикистан. В сентябре Лилекский районный суд Кыргызстана приговорил 2 граждан Таджикистана Абдурозика Кахарова и Аскара Юнусова на пожизненный срок за преступления против мира и мародерство. Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970-980 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. Последний крупный вооруженный конфликт произошел 28-30 апреля. Тогда с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе 2 детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. Отношения между Бишкеком и Душанбе после конфликта остаются прохладными. Они сказываются на рядовых гражданах 2 государств, границы закрыты, продолжаются задержания граждан обеих стран со стороны спецслужб. Есть случаи, когда обе страны просили у 3-го государства ареста и экстрадиции гражданина соседней